Однако нас объединяет только ля иляха илля-Аллах. А сегодня мусульмане объединяются на этих словах. Мы переживаем сегодня очевидную беду. Мусульмане разделились, конфликтуют, терпят поражение и стали самыми слабыми людьми. И мы можем даже сказать, что в глазах кафиров мы стали ничем. Мы стали унижены и ничтожны. В прошлом же мусульмане сотрясали мир и не обращали внимания ни на кого, кто бы это ни был. Сотрясали своей верой, а не тиранией и насилием. Они несли людям великую акиду, и те получали пользу от нее. Как пришло в истории Риб'ия ибн Хираша, когда он был послан с письмом от Саада ибн Аби Ваккаса к византийскому императору, или же к Рустуму. Он пришел к нему пешком. Перед ним стояли дворцы и огромные армии. Он был в залатанной одежде, смуглый, высокий и худой, и нес с собой пику, на которую опирался. Охрана спросила его, зачем он пришел. То есть такой человек, как он, недостоин даже ходить рядом с дворцами, не говоря о том, чтобы входить внутрь. Он сказал: «У меня послание от Амира». Они сказали: «Дай нам его». Он сказал: «Нет. Мне было велено передать его лично вашему господину, а иначе я возвращаюсь, и все на этом». И ему позволили войти. Он вошел, а вокруг, наверное, были царские палаты, шелка, парча, золотые украшения и гипсовые скульптуры, но он не обратил на все это никакого внимания, потому что его вера была выше всего этого. И когда царь увидел его, он сильно удивился. В письме он прочитал призыв к исламу и спросил: «Зачем вы вышли?» Он ответил: «Мы вышли, чтобы вывести людей из поклонения рабам к поклонению Господу рабов, из тесноты сего мира к просторам следующей жизни». Откуда у нас сегодня такие понятия? В поведении и в характере. Сегодня у нас, мои братья, много всяких идолов. Идол работы, идол динаров и дирхамов. Мы живем с ними, и они оказывают на наши души сильное влияние. Мы сегодня живем в тесноте этого мира, не так ли? Или, может, мы чувствуем простор? Мы чувствуем, будто этот мир шире, чем ахират? Однако салифы не были такими. Царь спросил его: «А сколько у вас армии?» Он ответил: «У нас огромная армия». И вдруг царь говорит: «Если в их армии найдется хотя бы 1000 таких, как он, то, Богом клянусь, они завладеют всем миром». Поэтому наши салифы, сподвижники, исламская умма была уммой, к которой прибегали люди со всего света из-за ее культуры, науки и правдивости. А сегодня мусульманин боится, что его брат по вере обманет его, солжет ему, украдет его имущество или побьет его. При этом все мы говорим «Ля иляха илля-Аллах». Где же эффект от этих слов в поведении людей? Для людей они стали всего лишь словами.